На часах 6 утра я спешу к месту сбора съемочной группы сериала «Наш спецназ». Съемки начинаются так рано, для того, чтобы максимально успеть отснять весь необходимый материал до заката солнца. Мне выпала уникальная честь примерить на себя роль актрисы, сняться в этой многосерийной кинокартине. Это волнительно, но крайне интересно. Поехали! Стройными автобусными рядами съемочная группа сериала «Наш спецназ», а это более 50 человек, выдвигается в Жиравский район Ингушетии. Акул киноиндустрии завораживают виды Кавказских гор. В прошлый раз они видели их год назад, когда впервые снимали спецсерии в республике. На месте разворачивается настоящий лагерь. Палатки и автофургоны выполняют роль гримерной и костюмерной. Актеры облачаются в костюмы своих персонажей. Спецназ под роспись получает оружие. Это кино, но все максимально приближено к реальности. 1162. Приготовились и начали! Станиславская «Не верю» режиссеру сериала «Наш спецназ» Виктору Шкуратову говорить не приходится. С основным составом актеров из Ингушетии у них работа уже отлажена, еще со съемок прошлого сезона. Доволен. Это все уже знакомые ребята, честно говоря, которые полюбились и зрителю, и нам. Вот. И мы рады встрече вновь, рады вновь посетить ваш край чудесный. На съемочной площадке появляется один из главных героев – оперативный сотрудник полиции Асхаб Гапархоев. Его роль играет Ахмед Льянов. Вот совсем недавно мы снимали его на сцене театра в постановке по Чехову. Главный режиссер Русского музыкально-драматического театра Ингушетии Ахмед Льянов всю свою жизнь посвятил театру. Считает, что кино – это совершенно другая атмосфера. Интересный опыт для него самого и для его постоянного зрителя, которому очень пришелся по душе киногерой Асхаб Гапархоев. Меня уже на улице, когда видят, меня уже... Асхаб, как дела? Спрашивают меня, скоро свое имя забудут. Вот, ну вот сейчас вторая часть, и мы тут опять, как всегда, расследуем похищение. Его коллега по театральной сцене Абдурахман Беков тоже снова на съемочной площадке. Втором. Давайте, ребята. В этот раз его повысили в кинодолжности. В прошлом году мы играли именно в этом фильме «Опер-1». А сейчас, на сей раз, получается, у нас 4-й сезон начала. Я уже начальник ФСБ. Тишина, пожалуйста. И начали! Играть плечом к плечу с известными актерами сериала «Наш спецназ» для артистов Ингушетии большая честь. Встретиться на съемочной площадке со знаменитостями увлекательного детектива и участники массовых сцен. В массовке будут играть именно жители республики. У нас в этом блоке будет задействовано более 100 актеров массовых сцен. Среди них еще и эпизодники с текстом, без текста. И многие из них, кстати, не профессиональные актеры. Это простые жители Ингушетии, спортсмены, танцоры, хореографы. У нас даже врачи будут сниматься, играть роли очень интересные. По сценарию настал черед выйти камерам местному журналисту. Эта роль по счастливому стечению обстоятельств досталась мне. Гример наносит последние штрихи в макияж, и можно приступать к игре. Впрочем, играть ничего и не пришлось. Как в своей повседневной работе, корреспонденту новостей предстояло вести репортаж с места событий. Приготовились и начали! Получил тяжелое ранение оперативный сотрудник полиции капитан Асхаб Гапархоев. Все серии сериала «Наш спецназ» кинокомпании 3X Media по заказу 5-го канала раньше снимались только в Санкт-Петербурге. Ингушетия стала первым регионом, куда выехала съемочная бригада киноленты. Это было выходом из привычной обстановки, которая вдохнула и в артистов, и в сам сериал новую жизнь. Хотя в горах киногруппе работать немного сложнее, нежели в городе. Но мы еще в прошлом году оценили всю специфику и прелесть работы в горах. Конечно, перепады, где-то не может заехать даже машина, подвезти, соответственно, надо подниматься или спускаться в горы, и при этом еще знать и играть текст, сюжет. Поэтому, да, это, конечно, в каком-то смысле тяжело, но как опыт, это после этого уже ничего не страшно.
Детективная история со взрывами и стрельбой зачастую не обходится без царапин и крови на телах актеров, но это дело рук гримеров. Художники мейкапа отмечают, что киномакияж значительно отличается от обычного. Мы не используем, например, хайлайтеры. Хайлайтер, то есть как бы какое-то вот такое свечение на лице, его абсолютно не должно быть на экране камеры. Это все убирается, все матируется. По сценарию в этот раз бойцам СОБР из Санкт-Петербурга предстоит спасти похищенных дочерей члена их команды, снайпера с позывным «Отец». В Ингушетии еще помнят помощь спецназовцев в поимке опасных преступников, поэтому их встречают как родных. Но похитители выдвигают бесчеловечное требование. Ради спасения дочерей снайпер должен убить одного из своих ингушских коллег. Снятые в прошлом году спецсерии показали высокие рейтинги как на федеральном канале, так и в онлайн-кинотеатре. Съемочная группа захватывающего российского сериала надеется, что сегодняшние их труды тоже будут высоко оценены главным судьей, зрителем. Выходи, Инал, ты в безопасности! На съемочной площадке до самого захода солнца кипит напряженная творческая работа. И умиротворенно здесь лишь кони наблюдают за всем этим с величественных Кавказских гор. Атмосфера жизни в Ингушетии на экране будет передана максимально. И подвиги ингушских и питерских правоохранителей не оставят равнодушными никого. Картина увидит свет, скорее всего, осенью этого года. Анастасия Шишина, Султан Бугучев, Магаз 24.